Сотрудники госавтоинспекции Коми тем временем, выражаясь образно, вышли на охоту за машинами с иностранными регистрационными знаками. Зачастую владельцы таких авто пытаются сэкономить на таможенных выплатах. Кроме того, не нужно платить транспортный налог, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения. Но сейчас все изменилось. Антон Булаев продолжит. Александр – владелец белоснежной Kia Optima. Стоимость автомобиля на вторичном рынке в среднем – 1,5 миллиона рублей. Машину с турбированным двигателем мощностью 280 лошадиных сил и в максимальной для этой модели комплектации мужчина привез из Армении в прошлом году. По ценам. Дешево там. Сейчас уже одинаковые суммы стали. Там зарегистрировали и приехали сюда. После вступления Армении в Евразийский экономический союз в январе 2015-го некоторые россияне, как и Александр, отправились за Кавказе за дешевой подержанной иномаркой. Проблем с таможней у новоиспеченных владельцев не возникало. Автомобиль хоть и находился на учете в соседнем государстве, но мог свободно передвигаться по территории России. Все изменилось в начале этого года, когда официально были опубликованы разъяснения к договору о присоединении Армении к ЕАЭС. По нему право распоряжаться транспортным средством, зарегистрированным в Южной Республике, может только гражданин этой страны или лицо, постоянно проживающее на данной территории. С одной стороны, это правильно, потому что все транспортные средства, которые здесь эксплуатируются, должны нести, скажем так, владельцы одинаковую нагрузку и налоговую, и штрафную по сравнению с теми людьми, которые покупают машину на территории России. Но и людей понять можно, что они покупают за небольшие деньги мощные укомплектованные машины, которые на территории России иногда просто купить невозможно. Эту Honda Accord 2010 года выпуска с армянскими номерами инспекторы остановили на окраине Сыктывкара. За рулем иномарки гражданин России. Мужчина признался, машину приобрел всего за 250 тысяч рублей. Автомобиль не растаможил, хотя привез на родину еще в августе 2018 года. Собственникам не уплачены таможенные сборы и, соответственно, подтверждающих документов уплаты данных таможенных сборов ни у водителя данного транспортного средства, ни у собственника нет. Между ними был составлен договор купли-продажи, хотя также собственник, который приобрел данную машину на территории Республики Армения, не мог распоряжаться ей, не мог ее также продавать. А по приезду, так как является гражданином Российской Федерации, данный собственник должен был получить ПТС, зарегистрировать данную машину Российской Федерации. Honda отправилась на штрафную автостоянку. Забрать машину обратно владельцу теперь будет крайне сложно. Для начала мужчине придется поставить авто на российский учет, заплатить разницу в пошлинах, а это целых 2 миллиона рублей. И это не считая транспортного налога за годы полулегального пользования автомобилем. Еще около 60 тысяч рублей. С начала года все автомобили с иностранными регистрационными знаками попали на полицейский контроль. Ранее этим водителям часто сходило с рук игнорирование законов. Теперь же при помощи специальной программы сотрудники Центра фото- и видеофиксации ГИБДД Коми в режиме реального времени отслеживают перемещение таких машин. В случае нарушения правил дорожного движения информацию тут же передают ближайшим экипажам ДПС. После остановки авто водителя привлекают к административной ответственности, вносят его данные в базу, если их там еще не было. Было значительно доработано программное обеспечение, используемое сотрудниками Центра фото- и видеофиксации, что позволило привлекать к ответственности владельцев транспортных средств с иностранными регистрационными знаками. Ранее в ходе обработки материалов фото- и видеофиксации автоматических комплексов не представлялось возможным вынесение постановлений в отношении владельцев таких транспортных средств, поскольку зачастую информация о владельце автомобиля с зарубежным номером отсутствовала. Правоохранители обещают, к злостным нарушителям, которые специально приобретают машины по доверенности в странах ближнего зарубежья, а потом уклоняются от российского законодательства, будут применять дополнительные меры воздействия. К примеру, выехать за границу такому автолюбителю не позволят, пока он полностью не оплатит штрафы и налоги. Известно, что всего по России таких водителей 300 тысяч. Сколько в Коми, пока невозможно сказать. Но только пока. Проверки уже идут.